я всегда говорю, вот я пела серьезные песни, народные песни, акапельные, да, но только после того, как я спела про Лебеду, ага. Мне начали говорить, вот ты, оказывается, хорошо поешь, Айсулу, молодец, вот, так что... Айсулу, я уверен, зрители меня не простят, если я сегодня не услышу в твоем исполнении песню «Алабута». Алабута? Ну, алабута так алабута. Алабутаны, üstümün oldu tapalabutаны, üstümün oldu tapalabutаны, üstümün oldu tapalabutаны, üstümün oldu Парам-парам-папам! tapalabutаны. Здравствуйте, дорогие друзья! Салям, дуслар! Вы смотрите кулинарное шоу «Секреты татарской кухни». И сегодня с нами готовит очаровательная телеведущая телеканала ТНВ программой «Койнар Хит». Лауреат Вагаповского фестиваля. Встречаем Айсулу Габдинова. Айсулу, привет! Исән мисез! Ой, исән мисез, Руслан. Здравствуйте, дорогие зрители. Я пришла не с пустыми руками. Родом я из Башкирии, из Уфы, поэтому... Я догадываюсь, что это? Башкирский мед. Вау. Айсулу Габдинова – певица, ведущая программы «Койнар Хит» на телеканале ТНВ. Родилась в Уфе в семье заслуженного артиста Республики Татарстан Айдара Габдинова. В 4 года вместе с семьей переехала в Казань. Окончила первую музыкальную школу по классу фортепиано, Казанское музыкальное училище, отделение академического пения и Казанский государственный институт культуры, класс вокала Венеры Ганеевой. Для широкого круга слушателей стала популярна благодаря татарской перепевке хита про лабутены «Алабута». В 2017 году заняла первое место в конкурсе имени Рашида Вагапова и начала сотрудничать с Вагаповским фестивалем. Ну, Айсула, мед мы отложим и попьем с ним чай в конце программы. Готовить-то мы что-то будем, скажи мне? Я думаю, что да. Я думаю, обязательно будем. Итак, расскажи, какие блюда. Начнем мы с куриных сердечек. Их я однажды попробовала в японском ресторане и не смогла остаться равнодушной. Это просто восхитительно. Я думаю, что тебе тоже понравится. Так, отлично. Куриные сердечки. На гарнир моя фирменная картошка, которую я сама придумала рецепт. И салатик у нас будет. Салат Уфа Казан арасы. Поскольку я уже говорю, я родом из Башкирии. Вот, ну, название интригующее, поэтому прямо сейчас мы начинаем с сердечек. Итак, вот они, сердечки очищенные. Сердечки, да, мы их помыли, очистили. И сейчас мы их делим на два. То есть на половиночки, да? Сердечко, да, делим на половиночки. Для чего? Во-первых, вот есть такие сосудики внутри них, их мы должны убирать, то очищать. Есть их обязательно удалять надо? Да, удалять надо, и когда кушаешь, все-таки удобнее, чтобы они были не такие большие. В разрезе. Да. Айсулу, скажи, пожалуйста, нашим зрителям, любишь ты проводить свободное время на кухне? И что-то такое вот вкусненькое приготовить? Я вот именно люблю не простые блюда готовить, а какие-то такие замудренные, интересные, и люблю готовить для кого-то, например, для своей семьи. Хорошо, что ты готовишь, кроме чего сердечек? Кроме сердечек, ну, какие-нибудь интересные салаты. Например, вот недавно я открыла для себя курицу в меде. Мне понравилось тоже. То есть настолько много меда у вас дома, да? Ты думаешь, что же с ним приготовить? А из татарских блюд что тебе нравится? Из татарских больше всего, наверное, кастыбы. Еще я люблю суп-лапшу, который готовит мама, и леш. Вот, люблю. То есть, ну это ты уже любишь не приготовить, а поесть? Да, больше поесть. Айсулу, с готовкой все понятно. Расскажи, пожалуйста, как ты пришла вот к вокалу? Как начала заниматься пением? Ну, когда мне было 4 года, моего отца, он певец, пригласили... Это не то, что певец, это заслуженный артист Республики Татарстан Айдар Габдинов. Передаем. Спасибо. Айдар, привет. Его пригласили обучаться в Казанскую консерваторию. И поэтому мы... Он взял семью, да, мы переехал. Мы все были молодые. Папа и я. Ну да, тебе было 4 года, я была молодая. Ну, у меня просто родители достаточно молодые. Мы переехали в Казань, папа начал учиться. И, то есть, все мое детство прошло... Слушаю классику, слушаю оперу в театрах, в консерватории. И я слушала не очень такие нормальные детские песни, я слушала всякие арии, Паваротти, Пласидо Доминго, концерт 3 теноров. Поэтому, то есть, у меня выбора не было. Все передалось, весь талант папы. Ну да, правда, я не тенор, но талант папы. Но самое главное, ведь ты тоже на сцене. Я тоже на сцене. А не было никакой мечты о другой профессии? Родители, может, говорили?
Кызым, будь юристом. Было одно «но». Когда я была маленькая, я долго не могла выговаривать букву «Р». Это, кстати, не только у тебя. Я, честно признаюсь, тоже ходил к логопеду. Да, ну у меня это достаточно долго было, и поэтому у меня были некоторые проблемы с пением. Потому что, ну, никак без буквы «Р», ну и тем более я не могла подумать, что я стану телеведущей. И из-за этого я думала, стану журналистом, стану еще кем-нибудь. Вот только поэтому, а так я всегда мечтала петь. И как только Айсулу научилась говорить букву И как «Р», только... она запела, и сейчас в нашей программе она тоже запоет. Айсулу, давай что-нибудь вот прямо сейчас. Сахраларда ялгыз йөргән чакта яратам мин чәчәк исләрен бүләк итәм бәгърем алы тартынма син яшьлегемнең кайнар исләрен бүләк итәм бәгърем алы тартынма син яшьлегемнең кайнар исләрен. Браво! Так, я все, а ты? Так, перекладываем тоже. Ты все. Сердечки мы почистили. Перекладываем. И сейчас мы их будем замачивать в маринаде из лимона, соевого соуса, чеснока. Вот как раз секрет любого блюда, где используется маринад, в чем? В маринаде, да? Логично. Наверное, так, соевый да. соус. Что еще? И знаешь, мне нужна, наверное, будет чеснокодавилка. Можно, конечно, накрошить, но так будет быстрее. Вот. Так, пожалуйста. Чеснока никогда много не бывает. То есть чеснока не жалеем. Да, чеснока не жалеем. Айсула, вот твое желание тоже быть на сцене. Как, родители поддержали? Что сказал папа? Кызым, молодец, продолжай мое дело. Я с детства пела, с детства они меня водили на конкурсы, с детства они меня сами отдали в музыкальную школу. Правда, папа хотел, чтобы я была пианисткой. Он хотел, чтобы он пел, а я ему подыгрывала. Вот, семейный подряд такой. Но, к сожалению, мне что-то не захотелось быть пианисткой. Хотя я закончила серьезную достаточно музыкальную школу с красным дипломом по классу фортепиано, но в музыкальное училище я уже пошла как вокалистка. Какие-то трудности были? Конечно, трудности и сейчас есть, они есть всегда. Я не про ипотеку твою. Ипотека, кстати, тоже есть. А у кого ее нет, Айсула? Хорошо, а при поступлении, может, какие-то там... И никто не говорил, вот не оглядывались, говорит, ну да, у нее папа известный певец. Ну, всегда такое бывало. На самом деле, конкурсах это же такое сложно, бывало. От этого больше, как говорится, минусов, чем плюсов. Нет? Ну нет, я не скажу, что минусов вот, больше. Плюсов больше, конечно, да. Но да, я выиграла конкурс, я помню, в Казани, достаточно известный, и ко мне мои же конкурентки подходили и говорили, что ну твой папа же купил этот конкурс. Такое бывает, конечно. Но это бывает везде. Айсула начинает петь, люди слышат ее голос, все стоит на свои места. Ну, пускай будет так. Ты можешь пока взять лимон, поделить его пополам и выжать сок половины лимона сюда. То есть половиночку, да? Да. В принципе, лимон я выжимаю в любое мясо, потому что он размягчает, особенно когда жаришь, да, мясо получается мягкое и нежное. Вот, так что. Так, отлично. И еще чесночок. Чесночок. Айсула, ты затронула тему конкурсов. Хотел бы вот немножко подробнее об этом поговорить. Какие известные конкурсы были, какие места занимала, какие запомнились больше всего? Наверное, самый запоминающийся в школьные годы это был конкурс «Татар кызы». Я в городе заняла первое место. А из недавних конкурсов, конечно же, это конкурс Рашида Вагапова, в котором я заняла первое место. И вот сейчас я сотрудничаю с этим фондом. И с осени у нас начинаются большие концерты к 110-летию Рашида Вагапова. Поздравляем! Ну все, Руслан, мы с тобой справились с сердечками. Маринад у нас готов, и он должен постоять минут 15. Мариноваться. Да, пока мы с тобой, наверное, займемся картофелем. Так, что за интересное блюдо ты сегодня будешь готовить из картошки? Ну, оно не то чтобы интересное, но просто оно очень вкусное и быстрое. Так что я думаю... Рассказывай. Сейчас мы будем нарезать картофель ломтиками не очень большими.
маринад. Все-таки у тебя папа тенор, да, ты тоже исполнял классические композиции, а потом раз и оказалась на татарской эстраде. После музыкального училища я пошла учиться к Венере Ганиевой. Многие говорили, что у нас не похожи тембры голосов. Ну, поскольку она тоже классическая певица и занимается эстрадой. И вот, и обучаясь, я уже параллельно начала вести концертную деятельность, участвовать в концертах. У меня появился продюсер Ильфак Шигапов, может быть, вы слышали о нем. Да-да-да. И вот с ним мы как-то начали заниматься эстрадными концертами, у меня были сольные концерты свои. Но вот сейчас я работаю в фестивале Рашида Багапова, и я не могу сказать, что мы занимаемся чистой эстрадой. Все-таки фестиваль классический подразумевает собой непростую эстраду, подразумевает абсолютно живое исполнение, поэтому я не могу сказать, что я занимаюсь чисто татарской эстрадой. Айсул, ну я предлагаю сейчас как раз классику исполнить. Попробую исполнить романс Рустема Яхина «Бедрят Аллар». Бедрят Аллар тоң жиленнен, дирбеле толығын ғына, бір сандуға үзліп, мұңнарын оғылдыра, ул güzel қыш бізге нелер әйтірген әлі мұнда келгенердің хислерін сөйлейм екен. Картофель мы дорезали. Да. На очень мелкие, кстати, кусочки. Дальше. Сейчас мы будем опять-таки сюда чеснок. Так, я уже понял систему блюд Айсулу. Чтобы заглушил. Все режем на мелкие части. Что еще добавляем? Так, майонез, соль и перец. Так, майонез. Картошки точно не стоит жалеть. Чеснок, чем больше, тем лучше. Да, так же, как и с сердечком. Ну нет, сюда прям вообще особенно. Побольше. Да. Так, добавляем и перчик еще сразу. Да. Как перчика побольше, поменьше? Ну, а как ты любишь? Побольше. Давай побольше. Так, отлично. Мне сейчас нужен будет противень и фольга, а я тебя попрошу помешать картошку с майонезом. Так, пожалуйста, я думаю, фольги достаточно будет. Хорошо. Достаточно. Так, и майонез весь, да? Да? Айсула, ну и, конечно, когда я узнал, что ты придешь к нам в программу, будешь участвовать, я сразу же, у меня назрел вопрос про песню Лабутена, которую, на самом деле, я думаю, многие уже несколько раз, и не раз, вернее, слышали. То есть это песня, известная русская песня, исполненная Айсулов на татарском языке. Кто это все придумал и почему именно ты ее исполнила? Тогда мы еще работали с продюсером Ильфаком Шигаповым и Данил Сафаров, который тоже телеведущий на ТНВ. Да-да-да. Он написал текст оригинальный, и предложил мне исполнить. Я очень скептически посмотрела. Ну как я же пою. И ведь зачем еще я немаловажно, кто ее в оригинале поет. Да. Я сначала не хотела, но потом думаю, ладно, мне все равно надо идти на запись. С одного дубля быстренько там что-то намурлычила. Ага. И, в общем, мы выкладываем в интернет. И это просто была бомба. Все русские радиостанции, телеканалы говорили об этом. Я просто была, если честно, в легком шоке. То есть ты не ожидала такой отдачи от этой песни? Абсолютно не ожидала. Если бы я знала, я бы немножко посерьезнее подготовилась. И вот я всегда говорю, вот я пела серьезные песни, народные песни, акапельные, да? Но только после того, как я спела про лебеду, да. мне начали говорить, вот ты, оказывается, хорошо поешь, Айсула, молодец. Вот, так что... Айсула, я уверен, зрители меня не простят, если я сегодня не услышу в твоем исполнении песню «Алабута». Алабута. Ну, алабута так алабута. Бардым мин театрга Камал белән Кәримгә каршы алды илгештән Илфир белән Фәнис. Мин әйттем кергәч тә ишектән күренгәч тә мин сезнең театрда иң сәләтле артист. Алабутаны, үстемин алда утап алабутаны, үстемин алда утап алабутаны, үстемин алда утап алабутаны, үстемин алда утап.
Пара-парам-папам! Молодец, Айсулу, браво, в очередной раз я тебе говорю. И под это хорошее настроение мы отправляем наш картофель в духовочку. Да. Так, держи. Да. Открываем. На сколько минут? Я думаю, 200 градусов и примерно минут 40-45. Кстати, прямо сейчас у нас еще небольшая пауза на канале ТНВ, после которой мы продолжим готовить и сердечки, и вкусный салат. Запеченный картофель. Картофель нарезали небольшими ломтиками. Добавили измельченный чеснок, майонез, приправили специями и перемешали. Подготовленный картофель выложили на противень и отправили в духовку на 40 минут. Дорогие телезрители, вы вновь смотрите программу «Секреты татарской кухни». И напоминаю, мы сегодня готовим вместе с очаровательной татарской певицей Айсулу Габдиновой. Айсулу, вместе с тобой что мы сделали? Мы, во-первых, очень вкусно замариновали картофель и отправили его в духовочку. Скоро он уже будет готов. И у нас есть куриные сердечки, которые мы тоже замариновали в очень интересном маринаде. И сейчас будем обжаривать. И это я поручаю тебе. Я буду, да, обжаривать сердечки. Подсолнечное масло. Да, так, маслица немножечко. И салат. Расскажи, пожалуйста, у нас еще остался салат. Салат у нас будет называться уфа козан орасы. Из чего мы делаем салат? Расскажи. Салат у нас состоит из сельдерея, яблок, грецкого ореха, консервированного тунца. Украшать мы будем его помидорами черри, зеленью, майонез. Вот и все. В принципе, очень даже ингредиенты легкий, очень даже интересные. Да, Посмотрим. легкий, но очень вкусный салат. Так, чем я могу помочь? Ну, ты тоже я будешь очень резать? могу красиво резать овощи, да? Да? Ну, выбирай яблоки или сельдерей. Яблоки. Давай. Айсулу, есть у меня еще один вопрос. Вот как ты попала на ТНВ? Наверное, многие тебя спрашивали. Изначально я начала вести детскую передачу «Поем и учим татарский язык». Поскольку я еще преподавала в школе вокал, в музыкальной школе, меня пригласили как ведущую, потому что там нужно было и говорить, и петь. У тебя вообще была мечта попасть вообще на телевидение, работать на известном канале? Да, у меня была такая мечта. Я всегда хотела вести погоду почему-то. Ну вот, так сложилось, к счастью, что я сейчас веду хит-парад. И после того, как я начала вести детскую программу, меня заметили на худсовете и пригласили на кастинг передачи «Койнар Хит». Честно говоря, я в жизни не думала, что у меня получится. Я пошла на кастинг, ну так, достаточно скептически настроен. Думаю, ну ладно, схожу, куда зовут, надо идти. Пошла, отговорила свою речь. И когда мне сказали, что я прошла, если честно, я очень испугалась. Потому что это работа в прямом эфире. У меня такого опыта не было. Я не была профессионалом, и мне пришлось срочно учиться, наверстывать упущенное. И перед первым эфиром ты бы видел мои глаза. У меня есть даже фотографии с такими шарами глазами. Да, но, к счастью, уже вот 2 года, и я справляюсь вроде как. Кстати, вот многие ведь известные вокалисты, в том числе татарские, они выступают на сцене, многие потом работают на телевидении, и потом, кстати, кто-то пробует свои силы в кино. Тебя не приглашали? Я очень хочу в кино, пока меня не приглашали. Это сейчас как раз ты громче об этом говори, громче. Можете приглашать, я готова, мне кажется, у меня получится вот. Кстати, никогда не мечтал в театре, например, какую-нибудь роль сыграть? Мечтала, у меня было большое желание сыграть в спектакле «Зангар-Шаль», потому что это поющие роли, и естественно, я могу. Мне интересны роли, где я могу совмещать. Может быть, у меня получилось бы что-нибудь в мюзиклах, я думаю. Айсулу, вот мелко нарубленные как ты хорошо яблочки. Нарезал яблоки. Спасибо большое. Сейчас мы будем смешивать яблоки с сельдереем. Добавляем. Давай ты. Что еще дальше? Так, тунец у нас еще не забыл. Да, будем добавлять грецкие орехи. Предварительно мы их измельчили. Кстати, откуда рецепт этого такого интересного салатика, действительно, по ингредиентам, если судить? Я его у кого-то в гостях попробовала. И он тебя поразил. Он меня поразил. А поразил ли зрителей клип, который вот недавно появился на свет под названием «Гнах»? Я надеюсь, что да, потому что он еще только-только была премьера. Песня очень своеобразная, называется «Гнах», что в переводе означает «грех». Написал ее башкирский композитор Ризван Хакимов. Очень непростая песня для исполнения. Но
Я думаю, что она получилась хорошо, и клип тоже достаточно необычный получился. Кто еще не посмотрел? Киношный такой. Смотрите, вы не пожалеете. Пожалуйста, смотрите. Так, мы сейчас добавляем тунец, давай. Тунец. Так, майонез. Так, Итак, тунец у нас, в принципе, салатный, а если он не салатный, его надо вот так вот прям обязательно в упаковке измельчить. вот так вот измельчать с ложкой, да. Так, если будет, Тунец. конечно, не майонез, я бы еще назвал этот салат не фитнес салатом, да? Так. Ну, в принципе, тунец тоже не очень калорийный, так что все надо тщательно перемешать. Так, мы еще добавим сейчас Добавить майонез к салатику. заправить майонезом. Да. Так. Ага. И, я думаю, И вуаля, почти салат почти все готов. готово. Да. Поэтому мы сейчас накрываем на стол, попробуем салат, картофель, ну и, конечно, куриные сердечки. Куриные сердечки. Куриные сердечки разрезали на половинки и очистили от сосудиков. Добавили измельченный чеснок, выдавили сок половинки лимона, приправили соевым соусом и оставили мариноваться на 30-40 минут. Затем сердечки обжарили на сковороде на растительном масле. Салат Уфа казанараса. Сельдерей и яблоки нарезали на небольшие кусочки. Добавили измельченный грецкий орех, банку консервированного тунца, приправили майонезом и перемешали. Дорогие телезрители, если вы не успели записать рецепты наших вкусных блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. Готовьте свои самые любимые блюда и делитесь кулинарными секретами. И, конечно, не забываем подписываться на наш канал на Ютубе. Айсалу, ты только взгляни, как красиво получилось у нас. Шикарно. Большое тебе спасибо за рецепты. Ну а прямо сейчас мы начинаем пробовать салатик сначала. Давай, салатик. Так, бисмилля-рахман-рахим. Очень много было разных ингредиентов у этого салата. Сейчас узнаем, что получилось. Мне нравится. Не то, что нравится, это очень вкусно, друзья. Ну, мне нравится этот салат тем, что он достаточно легкий и сытный. Можно перекусывать даже вечером. Ну, я, кстати, отметил бы вот сам сельдерей, который, кстати, очень редко почему-то используют хозяйки. Обязательно приготовьте этот салат и удивите своих гостей. Ну, а мы переходим к основному блюду. Куриные сердечки в специальном соусе, ну и картофель по... Айсулу. Да, от айсулу пусть будет. Так, сердечко. Айсулу. Я люблю сердечки. Как дома. Маринад сделал свое дело. Очень вкусно получилось. И все это мы картофелем закусим сейчас. Ну, как тебе? Я сегодня получил настоящее гастрономическое удовольствие, друзья. Ты думаешь, получилось? Ура! Айсулу, на этом наша программа, к сожалению, подошла к концу. Еще раз большое тебе спасибо. Осталось только попробовать башкирский мед с вкусным чаем. Это мне. Ну а тебе исполнить очередную песню для наших зрителей. Вам тоже большое спасибо. И следующая песня. Olmatanın olmasa temli huş hisler sibe. Olmatanın olmasa temli huş hisler sibe. Seni gene küttüm, seni gene sağınam, seni gene küresim kille. Seni gene küttüm, seni gene sağınam, seni gene küresim kille. Это была программа «Секреты татарской кухни». Смотрите нас каждую неделю на канале ТНВ. Пока-пока. Пока. Привет, Антон.